Смотрите-ка, в каком уютном местечке живет эта горная фея. А мы с вами ютимся в холодных пещерах. Нет, так не пойдет. Надо этого льва, который ее охраняет, заманить в ловушку, а ее саму сжить со света. Вы правы. Заставлю-ка я двух этих олухов выкопать яму на тропе этого льва. Эй, вы бездельники! Глубже копайте, чтобы он не смог выбраться. Ясно вам? Ясно, хозяйка. Попозже приду, проверю. Лев, обойди-ка ты наше владение, осмотри все вокруг. Нет ли нечисти там? Наведи порядок, если что. Будет сделано в лучшем виде, горная фея. Эй, ну что вы там, сделали, как я сказала? Да, хозяюшка. А вы прикройте тогда яму своим хворостом. Сию минуту. Это сюрприз ему. А теперь спрячьтесь оба. Хорошо. Эй, вон он, этот лев, плетется. Эй, с новосельем тебя. Теперь погибнешь здесь без еды. А я навещу-ка эту горную фею. Чувствую, заждалась меня она. Кто это такие? Оскалив зубы, бегут ко мне. Так это же краснолицая ведьма. Стой! Стой, тебе говорят! Держите! Держите ее! Не дайте уйти от меня! И в одно мгновение горная фея оторвется от них, превратившись в белого лебедя. Думаешь, улетела от нас? Дайте-ка сюда мой камень. Ждите у берега ее. Как отловите, несите ко мне. А мы с вами пока пойдем обживать ее жилище. Эй, ты, фея, когда попадешься, лично перья повыщипываю тебе. О, у, у. Вот это красота! Да, это точно. Принесите ко мне мясо, чем питался лев. Хорошо? Эй, что уставились? Дадите мне сегодня нормально поесть или нет? Пошли прочь отсюда!
Эй, скворец, спускайся вниз. Пора домой, заждались нас уже. Ну, наконец-то. Давайте пойдем уже. Эй, фея, как мы посмотрим, ты лебедушкой стала? Мне кажется, Октан, это непростая птица. Да, но как мы это узнаем с тобой? Эй, скворец, незаметно подлети к этой птице и узнай, что это за лебедь, почему у нее поломано крыло и какая ей нужна помощь. Хорошо? Пойдем пообедаем с тобой. Ты прав. Не, ну ты, конечно, красиво спел, скворец. Но как же нам понять твою речь? Я понял скворца. Это белая птица, раненая краснолицей ведьмой горная фея. И пока она ранена, она не сможет вновь обернуться человеком. Ее крыло может залечить лишь лист черной травы, что растет у подножия сухих гор. А также она сказала, что куда-то пропал охраняющий ее лев. Спасибо тебе, лесной человек. Ты всегда помогаешь нам. Но мы пойдем на поиски этой травы. Удачи вам, ребята. Спасибо. Чуть глаза не выклевали эти вороны. И скворец наш куда-то улетел. Эй, ребятишки, как же хорошо, что вы зашли в покрытый мхом мои владения. Я так давно вас ждала. Дайте прижму вас к себе, прежде чем начать есть. Ах ты, проклятый скворец! Лишил меня обеда из 2 блюд. Вот и пришли, Айджарык. Ты жди здесь, а я сам сорву этот черный лист. Хорошо, но будь осторожен. Эй, что тебе нужно здесь? Отвечай. Мне срочно нужен один лечебный черный лист. Тогда с меня загадка. Ладно, слушаю. Без крыльев летит, без языка говорит, без рук тронет и тень не уронит. Думаю, это облако. Сожалею, но это не так. Я знаю ответ. Это ветер. Как ты узнала? Слышишь? Как будто лев рычит. Да, вон там рычит. Уважаемый, это вы лев горной феи?
Да, детки, это я, лев горной феи. Вот упал в эту яму, выкопанную краснолицей ведьмой и ее прихвостнями. Ничего, мы сейчас поможем вам. Натаскаем хворосту из леса и заполним эту яму. Хорошо, Айдярых? Конечно. Я думаю, достаточно хвороста. Попытайтесь с разбегу выскочить. Ладно, только отойдите подальше. Благодарствую, детки. Да не за что, лев. Просто поторопитесь. Горная фея в опасности. Я их разорву. Эй, скворец, как можно быстрее доставь вот этот черный лист белому лебедю на озере. Эй, я что-нибудь буду есть сегодня на ужин? Так мясо же есть. Эй, смотрите-ка, это же тот лев, бежит. Что вы стоите, рты разинув, бегите. Спасибо вам, детки. Если бы не вы, погибла бы я в этом озере раненым лебедем. Всегда пожалуйста, горная фея. Надо бы очистить дом, а то все пропиталось духом ведьмы. Ну, теперь нам точно никто не помешает добраться до дому, Айжарык. Пойдем, пойдем. Вот такая вот сказка случилась в Кыргызских горах.